إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. В Африке проживает множество хищных животных. Эти хищники охотятся не поодиночке. Они работают как одна команда и разрабатывают планы своих нападений. Африканские дикие гиеновидные собаки. Один их вид внушает страх. Их также называют охотничьими собаками из-за того, насколько ловко и успешно они охотятся. Полевые исследования выявили, что дикая собака очень умное животное. Она играет важную роль в ликвидации слабых и больных животных, что способствует сохранению природного баланса. Африканская дикая собака имеет длинные ноги, широкую челюсть и большие прямо стоящие уши. Несмотря на то, что в целом она похожа на некоторых одомашненных собак, различие в том, что на каждой лапе у нее не по 5, а по 4 пальца. Ее окрас образует пятна рыжего, черного и белого цветов на общем буром фоне. Большинство этих собак проживают на кустарниковых пустошах, африканских саваннах, а также в лесах. В одной стае собак обычно находится 16 особей. Эти собаки могут бежать на длинные расстояния, и их скорость иногда достигает 35 миль в час. Когда стая диких собак планирует нападение, жертве редко удается от них вырваться. Они безжалостны, и когда бросаются на добычу, не ждут, пока та умрет, и не душат ее. Собаки заживо сдирают с нее зубами кожу и мясо. Большинство африканских хищников не убивают свою добычу столь жестоким способом. Эти собаки очень прожорливые. От добычи не остается ничего, кроме костей. Большинство хищников Африки днем отдыхают или спят после плотной трапезы. Собаки же в это время полны необычной активности и бодрости. Львы, тигры и многие другие животные известны своей ленностью в дневные часы. Но дикие африканские собаки могут преследовать свою добычу и ранним утром, и вечером. Они редко остаются на одном месте долгое время. Возможно, этому способствует их командная работа. Несмотря на то, что дикие собаки живут в больших стаях, только вожаку стаи и его самке разрешается производить потомство. В год самка рожает от 2 до 20 щенков. Все члены стаи заботятся о них и кормят, пока те не вырастут. Для родов самка выбирает местность с густой травой, чтобы спрятать своих щенков от глаз других хищников. Это может быть нора или удаленная пещера. Беременность у самок длится 60-70 дней. Щенкам требуется 8 месяцев или меньше, чтобы они научились бегать и играть. Некоторые щенки подвергаются различным болезням в период своего роста, в результате чего ежегодно мать теряет часть слабых щенков. Вес взрослой особи составляет от 17 до 45 килограммов, а длина туловища колеблется между 76 и 112 сантиметрами. Семейство псовых в целом отличается очень острым слухом и обонянием. Гиеноподобные собаки питаются главным образом коллективно. Их рацион составляют газели, антилопы и другие виды копытных. Поодиночке они могут охотиться на грызунов и мелких животных. Они могут бежать за своей жертвой без остановки 6 километров.
Остальные собаки собрались вместе и следуют друг за другом. Эта группа настолько сплоченная, что ее будет нелегко прорвать. Собаки попробуют что-нибудь еще. Это нелегкое противостояние, но они полны надежд. Кажется, у него ранена лапа. Сражение было жестким, и некоторые животные получили ранения, но результат того стоил. 80% африканских гиеноподобных собак успешно завершают свои атаки и не допускают ошибок. 9 из 10 собак благополучно ловят свою жертву. Дикие африканские собаки управляют своей личной территорией площадью от 50 до 200 квадратных километров. Когда они собираются вокруг еды, можно услышать их громкое рычание. Для них это сигнал и средство связи, с помощью которого они приглашают остальных к трапезе. Дикие африканские собаки находятся под угрозой вымирания. В последнее время во многих регионах Африки они подвергались нападениям со стороны людей. Собак травили ядом из-за того, что они постоянно нападали на скот. Уменьшение количества собак в стае понижает их шансы на поимку добычи и угрожает их дальнейшему существованию в природе. Каждый год птицы мигрируют, преодолевая огромные расстояния. Это происходит из-за изменений климатических условий и температуры в разные времена года. Журавль. Зимой некоторые виды журавлей совершают перелеты большими стаями, в которых насчитывается от 3 и более тысяч птиц. Эта стая перелетает из Ирана в Индию. Журавли отличаются своими длинными шеями и ногами. Это ослепительно красивые птицы. Они делятся на 4 группы, которые подразделяются на 15 видов. Журавли проживают в разных частях света. Они предпочитают селиться на заболоченных территориях и низменностях. Они могут гордиться своими шеями, длина которых иногда доходит до 35 сантиметров. Что касается длины их тела, то она составляет примерно 180 сантиметров. Вес журавлей иногда достигает 12 килограммов. Самки почти не отличаются от самцов, но самцы немного крупнее. Журавли могут перелетать на большие расстояния. Во время полета их шеи вытянуты вперед. Некоторые виды журавлей ежегодно мигрируют в больших стаях и пересекают сотни километров, спариваясь в разных местах. Некоторые другие предпочитают жить в какой-то одной определенной местности и никуда не мигрировать. Обычно они остаются на земле площадью в гектар, то есть 10 тысяч квадратных метров, вдали от местностей, населенных людьми или хищниками. У журавлей разнообразный рацион. Эти животные едят, что могут найти, в зависимости от того места, где они остановились во время своего путешествия. Они едят мелких грызунов, рыб, земноводных и насекомых. Когда этой пищи недостаточно, они питаются зернами и разными частями растений, листьями, клубнями, стеблями, фруктами, ягодами и так далее.
Журавли обладают талантом к танцам и пению. Во время брачного сезона самцы постоянно показывают демонстративные представления, чтобы привлечь самок. Также они заигрывают с самками своими звонкими голосами. Их длинные трахеи позволяют им издавать эти звуки, которые слышны издалека. Журавли становятся взрослыми и способными к спариванию на 2-м или 3-м году жизни. Самец журавля живет с одной самкой всю жизнь. В некоторых случаях самец может выбрать себе еще одну самку. Сезон размножения обычно начинается летом. Журавли строят свои гнезда на берегах мелких водоемов. Самки, как правило, откладывают по 2 яйца в год. Пара совместно занимается воспитанием своих птенцов. Птенцы покидают гнездо только в следующем брачном сезоне. Большинство видов журавлей размножается на влажных землях. Им нужны большие пространства, чтобы предоставить своим птенцам возможность свободно передвигаться и питаться. Большую часть яиц самки откладывают летом, 1-ю неделю июня. Самцы находятся рядом с гнездом и защищают его. Зародыши развиваются примерно 29 дней. В течение 80 дней после своего рождения у птенцов полностью вырастают перья. Как правило, выживает только один, более сильный птенец. Птенцы могут летать уже через 4 месяца. Европейские и азиатские журавли лучше других могут парить на большой высоте. Они способны летать на высоте 32 тысячи футов. За целый день они могут пролететь расстояние 500 миль. В природе они живут от 20 до 25 лет. Некоторые их виды живут поодиночке, а не в стаях. И этим видам угрожает вымирание. Что касается тех журавлей, которые живут в больших стаях, то исчезновение им не грозит, несмотря на то, что они постоянно подвергаются охоте со стороны людей. И так как это перелетные птицы, они включены в список Всемирного союза охраны природы. На севере европейского континента температура воздуха зимой сильно понижается. Снег здесь идет так же часто, как дожди в тропических лесах. Большинство животных прячется от такой холодной погоды. Но некоторые виды оленей здесь красуются больше, чем раньше. Северный олень. В северных широтах олени выполняют функцию лошадей. Северный олень широко распространен в северных регионах России и Канады и на севере Европы. Он предпочитает холодный субарктический климат. Эти развесистые рога придают ему особый шарм. Но они же могут создавать ему проблемы.
Он потерял часть своего рога, но сам спасся. Северный олень – социальное животное, предпочитающее оставаться внутри большого стада, в котором могут проживать до 50 особей. Северных оленей в природе сейчас не так много, как было раньше. Некоторые частные заповедники в Норвегии, Сибири и Аляске охраняют этих животных и заботятся о них. Если бы их не охраняли, они бы давно исчезли. Для жителей северных широт эти олени представляют собой вкусную и легкодоступную еду. Некоторые частные фермы занимаются их разведением и коммерческим сбытом, не трогая диких оленей, живущих в природе. Северный олень относится к жвачным животным. Его желудок состоит из 4 камер, которые позволяют ему переваривать грубые растения. Летом олени питаются травой, листьями ивы и березы и колючими кустарниками. Зимой они откапывают своими копытами снег, чтобы добраться до своей главной зимней еды – ягеля. Некоторые доклады утверждают, что они иногда также едят мох, грибы и птичьи яйца. Зимой и летом, когда на одном месте еды становится недостаточно, северный олень переходит на новые места. Иногда в течение года он мигрирует на сотни километров. Эти животные хорошо плавают и во время своих миграций могут перебираться через реки. Самцы северных оленей крупнее самок. Вес самок составляет примерно 170 килограммов, а длина тела – около 2 метров. Что касается самцов, то их вес достигает 300 килограммов, а длина – 220 сантиметров. И у самцов, и у самок растут разветвленные рога, но у самок рога обычно короче. Под кожей у них 2 слоя жира, который помогает им терпеть суровый зимний холод. С приходом осени самцы начинают бороться друг с другом и демонстрировать свою силу перед самками. Сильные олени имеют больше шансов спариться в этом сезоне. Весной самки рожают по 1 детенышу. Всего за несколько дней детеныш становится сильным до такой степени, что может присоединиться к стаду. У жителей северных широт северные олени считаются одомашненными животными. Для них они как верблюды у арабов. Они полагаются на них в своей повседневной жизни. Олени используются для перевозки повозок, тележек, различных грузов для производства одежды и обуви. Северные жители пьют их молоко и употребляют в пищу их мясо. Существует много видов летающих животных. Лишь немногие из них летают в темноте. Мы нашли редкий вид млекопитающих, которые умеют летать. Это летучие мыши. Здесь это зрелище можно наблюдать каждый вечер. В некоторых глубоких пещерах колонии летучих мышей могут состоять из 5 миллионов особей и больше. С наступлением вечера они выходят и закрывают своими стаями небо. Многие люди приходят к этим пещерам вечером, чтобы стать свидетелями этого прекрасного зрелища. Рукокрылые — это единственные млекопитающие, которые могут летать. Рукокрылые подразделяются на 2 больших подотряда. На крыланов, которые питаются фруктами. Они обитают в тропиках Африки, Австралии и Индии.
и летучих мышей, которые едят мелких млекопитающих и рыб. Летучие мыши распространены больше, чем крыланы. В целом, летучие мыши ведут ночной образ жизни, проявляя активность ночью, на заре или при наступлении темноты. На самом деле, большинство летучих мышей плохо видят и во время своих полетов полагаются на эхолокацию, чтобы найти добычу. Тем не менее, некоторые из них хорошо видят даже при слабом свете. Летучие мыши обитают по всему миру, в холодных и жарких широтах. Они живут даже в дождливых тропических лесах. Из-за своей способности летать на длинные расстояния они достигли удаленных и необитаемых островов Индийского и Тихого океанов. Они любят жить там, где безопасно и где много еды. Они предпочитают жаркие регионы из-за обилия в них насекомых круглый год. Укус летучей мыши болезненный и может спровоцировать бешенство. Тем не менее, летучие мыши в природе нужны и приносят пользу окружающей среде. В частности, они являются естественным врагом многих ночных насекомых. Также они оплодотворяют 500 видов растений. Не так давно было установлено, что слюна летучей мыши содержит в себе вещество, которое предотвращает образование тромбов в крови. Внизу, под колониями большинства видов летучих мышей, собираются огромные отходы их жизнедеятельности. Это природное удобрение называется гуано. Оно содержит значительную долю соединений азота, и им удобряют сельскохозяйственные культуры. Крылья летучих мышей крепятся на костях рук. Крыло состоит из 2 слоев кожи, перепонки, расположенные между кистью с удлиненными пальцами, с большим количеством суставов. Их когти помогают им держаться за деревья, потолки пещер и строений. На верхних предплечьях и на груди у летучих мышей есть 3 группы летательных мышц, которые помогают им летать. Летучая мышь летает со скоростью 100 км в час и может подниматься на высоту 3000 метров. Она может маневрировать во время полета и использовать хвост для торможения. Большинство самцов летучих мышей полигамны. Во время брачного сезона тысячи беременных самок перелетают в свои колонии, где теплее. Беременность может продолжаться от 40 дней до 8 месяцев. Большинство самок за год рожают одного детеныша или двойню. Детеныши летучих мышей рождаются относительно большими. Их вес доходит до 30% веса матери. Они рождаются головами вперед и начинают кормиться материнским молоком. Спустя 18 дней они учатся летать. Продолжительность жизни у рукокрылых в целом составляет от 10 до 20 лет. Некоторые доживают и до 30 лет. Более 65% рукокрылых питаются насекомыми. В то же время мы можем найти некоторые виды летучих мышей, как, например, обыкновенный вампир или большой кровосос, который питается мелкими рыбами, пресмыкающимися, лягушками, птицами и млекопитающими. Глядя на пугающую внешность летучих мышей и крыланов, сложно представить, насколько они полезны.